Дорогие братья, дай Аллах, чтобы сегодняшний день и последующие дни были у нас баракатными, чтобы Всевышний Аллах принял все наши благие деяния. И дай Аллах, чтобы время, в котором мы сейчас с вами находимся, тоже было у нас баракатным. А мы с вами находимся в месяце Дзуль-Хиджа. То есть месяц Дзуль-Хиджа – это священное место для мусульман. Почему? Потому что месяц Дзуль-Хиджа, он является запрещенным месяцем для мусульман. То есть Всевышний Аллах из 12 месяцев выделил 4 месяца. То есть Зуль-Ада, Зуль-Хаджа, Мухаррам и Раджаб. Вот эти вот 4 месяца, они являются запретными. И один из этих месяцев является Зуль-Хиджа. И кроме этого, этот месяц есть, первый есть 10 дней, которые являются тоже для мусульман священными. Почему? Потому что среди этих 10 дней есть 9-й день Йома Арафа. Есть 10-й день, который является для нас праздником, то Йома Наар. Это тот день, когда все мусульмане приносят жертвоприношения. Мусульмане что делают? Мусульмане приносят жертвоприношения, чтобы приблизиться к Всевышнему Аллаху, чтобы получить довольство от Всевышнего Аллаха. И вот этот Йома Арафа, вот это 9-й день месяца Дзуль-Хиджа, он выпадает на 27 число во вторник. То есть Йома Нахар, в котором будет для нас праздник, и в котором мы будем делать жертвоприношения, он выпадает на 28 число в среду. И сегодня я бы хотел бы поговорить о Йоме Арафа, то есть день Арафата. Что из себя представляет день Арафата и почему день Арафата является вот таким вот святым. Дорогие братья, Всевышний Аллах не спасал аят. И в этом аяте Всевышний Аллах что делает? Всевышний Аллах хвалит нашего пророка, алейхиссалату вассалам, сподвижников нашего пророка. Он, Всевышний Аллах, уделяет свое довольство, то есть над нашим пророком, алейхиссалату вассалам, и над сподвижниками наших, над всеми мусульманами. И в этом аяте Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, аль-йома акмалту лакум динакум, ва анамту алейкум ни'мати, ва разиту лакум аль-ислама динам. То есть Всевышний Аллах говорит в этом аяте: аль-йома акмалту лакум динакум. Сегодня Всевышний Аллах говорит мусульманам: сегодня я усовершенствовал вам вашу религию. Ванамту алейкум ни'мати. И довел до конца своей горы жили в Медине, когда они услышали, что был не способ такой вот аят, где Всевышний Аллах выражает свое довольство мусульманам, что они сказали? وقال أهل الكتاب لو أنزلت هذه الآيات علينا لجعلناها يومئذ. Если бы такой же аят был неспослан для нас, в котором Всевышний Аллах проявляет свое довольство, мы бы этот день сделали по праздникам, сказали евреи. И кроме этого, день Арафата, то есть 9-й день месяца Дзуль-Хиджа, это тот день, когда Всевышний Аллах прощает грехи своим рабам, когда Всевышний Аллах освобождает своих рабов от огня ада. В достоверном хадисе передается: Рава ибн Мубарак, ан Суфьян Саури, ан Зубейр ибн Ади, ан Анас ибн Малик. Абдуллах ибн Мубарак передает ан Суфьян Саури, от Зубейр ибн Ади, от Анас ибн Малика. Анас ибн Малик, дорогие братья, это выдающийся сподвижник нашего пророка, который 10 лет служил нашему пророку. И Анас ибн Малик говорит: «Вакафа набию би Арафатин». Наш пророк, алейхиссалату вассалам, остановился в месте, которое называется Арафат. Это был день Арафата. «Ваказат ишамсу каттару», и солнце приблизилось к закату. И после этого наш пророк, алейхиссалату вассалам, обратился к Билалу и сказал: «Я Билал, أنصت للناس». فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس. Наш пророк, алейхиссалату, обратился к Билалу и сказал: «О Билалу,
останови мне людей, мусульман, собери, чтобы они меня выслушали. И Билал обратился к людям и сказал: остановитесь, соберитесь и выслушайте посланника Аллаха. И когда люди собрались, наш пророк, алейхиссалату вассалам, обратился к этим людям. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Махшар нас, о люди, атани Джибраил анифан фаакра ани мин рабби салам». Только что ко мне спустился ангел Джибраил, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам, и передал от Всевышнего Аллаха мне салам. И после этого он сказал: «Инна Аллаха гафара ли ахли арафати, ва ахли маш'ар». И Всевышний Аллах простил всех тех, которые находятся в местечке Арафат и в месте Муздалифа в день Арафата. И после этого فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة. После этого встал Умар ибн Хаттаб и сказал: о посланник Аллаха, это только для нас, которые сейчас находятся в местечке Арафат, день Арафата. На что наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ада лакум, валиман ата мин ба'дикум ла йомил кияма». Это для вас. То есть вот это вот милость от Всевышнего Аллаха, это прощение, это для вас и для каждого мусульманина, который в день Арафат будет находиться в этом месте, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. На что Умар ибн Хаттаб сказал: многочисленное, прекрасно, благо дарованное Всевышним Аллахом. Дорогие братья, вот этот день Арафата, это тот день, когда Всевышний Аллах перед своими ангелами гордится своими рабами. Ибо в достоверном хадисе передается: «Ан Абдулла ибн Амр ибн Ас». У нашего пророка был сподвижник Амр ибн Ас. У Амра ибн Аса был сын, которого звали Абдулла. Абдулла, он тоже был сподвижником нашего пророка. Но кроме этого он был очень большим ученым. И Абдулла ибн Амр ибн Ас говорит: «Анна набия кана ягу», что наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Инна Аллаха азза ва джалла юбани малаикату ашия таарифата би ахли Арафа». То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, что Всевышний Аллах гордится своими рабами перед ангелами в ночь на Арафат, теми людьми, которые находятся в Арафате. И Всевышний Аллах говорит: «Унзуру иля ибади шуксан губран». Посмотрите на моих рабов. Они пришли сюда, чтобы получить мое удовольствие. Они пришли сюда запыленные, растрепанные, чтобы получить мое удовольствие. Кроме этого, в следующем хадисе ан Аиша. Аиша, дорогие братья, жена нашего пророка, мать правоверных, наша славная мать от Аиши передается: «Анна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалям кал», что посланник Аллаха сказал: «Ма мин йомин актару мин айютик Аллаха фиhi абдин мин нари мин йоми Арафа». Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что нету ни одного дня, где бы Всевышний Аллах освобождал своих рабов от огня ада, как день Арафата. То есть день Арафата Всевышний Аллах больше всего своих рабов освобождает от огня ада. И после этого наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ва иннаху ла ядну сумма юбаха бихил малаика фаякул ма арада хаулай». После этого Всевышний Аллах перед своими ангелами гордится своими рабами, и Всевышний Аллах говорит: что хотят эти люди, что хотят эти мусульмане, которые пришли туда. И после этого Всевышний Аллах сам говорит: «Ишхаду малаикати ани адгафарту лахум». Вы вас засвидетельствуете, мои ангелы, говорит Всевышний Аллах, что я простил их грехи. Кроме этого, это хадис раваху Муслим, это хадис перед имам Муслим. В другом хадисе, тоже который перед имам Муслим, суила Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям о соме йоме Арафа. То есть у нашего пророка, посланника Аллаха, спросили: какая награда будет человеку, который будет держать пост этот день, йоме Арафа, то на 9-й день месяца Дзулхиджа. На что наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: тот, кто будет держать пост этот день, йома Арафа, это будет искупление его грехов прошлого и будущего года. То есть простятся грехи его прошлого года, который он сделал, и те грехи будущего года, которые он должен сделать. И, дорогие братья, посмотрите, что сказал Ибн Аббас. Ибн Аббас, двоюродный брат нашего пророка, алейхиссалату вассалам, хабрул умма, великий ученый из уммы нашего пророка, он говорит: «Вахадихи бушраби хаяти санатин мустакмир лиман сама». И то, что наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: если кто-нибудь будет держать в день Арафат пост, простятся ему грехи прошедшего и будущего года,
то в этом есть большая радость, что этого человека не настигнет смерть в следующем году. Почему? Потому что те грехи, которые он должен сделать, уже они простились. А чтобы эти грехи сделать, нужно прожить. И поэтому Ибн Аббас сказал, что если кто-нибудь будет держать свой пост этот день, в следующем году смерть его не настигнет. Через некоторое время пришел еще один человек из племени Саки и сказал: о посланник Аллаха, у меня есть вещи, которые я бы хотел спросить у тебя. И тогда наш пророк, алейхиссалату, сказал ему: Сабака Ансарию, тебя опередил Ансари. Я сперва отвечу на его вопросы, а потом на твои. И, дорогие братья, посмотрите, какой был нрав у сподвижников нашего пророка. Что сказать Ансари? Вакала Ансарию, инна раджу гариб, ва инна ларига хаккан фабда бихи. Я это Ансари сказал: о посланник Аллаха, это человек чужеземец, он пришел издалека, а человека, который пришел издалека, у него есть право, начни с него, ответь сперва на его вопросы. И наш пророк, алейхиссалату, подошел к этому человеку из племени Саки и сказал: если ты хочешь, я сам скажу тебе, какие вопросы ты хотел мне задать, а если нет, спрашивай, я тебе отвечу. На что этот человек сказал: я Расуллах, бал аджибни амма кунта ас'алук. Лучше ты скажи мне, что я хотел тебя спросить. И на что наш пророк, алейхиссалату, сказал: ты пришел ко мне, чтобы спросить, как правильно делать поясной поклон, как правильно делать земной поклон, как правильно молиться и как правильно держать пост. И на что этот человек из племени Саки сказал: «Валлази ба'асака билхакки ма ахтарта мимма кана фи нафси шей'ан». О посланник Аллаха, я клянусь тебе тем, кто послал тебя с истиной, то ты ни в чем не ошибся из-за того, что у меня было в душе. То есть ты ни в чем не ошибся из того, что я хотел спросить тебя. И после этого наш пророк, алейхиссалату, объяснил ему, как правильно делать поясной поклон, как правильно делать земной поклон, как правильно молиться, как правильно держать пост. И после этого человек из племени Саки встал и ушел. И наш пророк, алейхиссалату, подошел к человеку из ансаров и сказал ему: если ты хочешь, я сам тебе скажу, какие вопросы ты мне хотел задать. А если нет, то можешь меня спрашивать, я тебе отвечу. И после этого человек ансари сказал: я наби Аллах, ахбирни бима кунту ас'алук. Лучше ты скажи мне, что я хотел тебя спросить. И после этого наш пророк, алейхиссалату, сказал ему: «Джи'та тас'алуни анил хадж, мада хина яхуджу мин бейтихи». Ты пришел сюда ко мне, чтобы спросить меня, какая награда будет паломнику, когда он отправляется из своего дома в хадж. Какая будет ему награда? И ты пришел спросить меня: «Вамада хина якум би арафатин». Какая награда будет для него, когда он будет находиться в местечке Арафат, в день Арафата? «Вамада хина ярми джимар». Какая награда ему будет, когда он будет бросать камушки? «Вамада хина ярми параса». Какая награда будет для него, когда он побреет свою голову? «Вамада хина якби ахират тавафи мил бейт». И какая награда будет для него, когда он делает последний таваф? И после этого этот человек из ансара сказал: я наби Аллах, валлази ба'асака билхакки ма ахтарта мимма кана фи нафси шей'ан. Я клянусь тебя тем, кто послал тебя с истиной, ты ни в чем не ошибся из того, что я хотел спросить тебя, и ты ни в чем не ошибся из того, что было у меня в душе. И после этого наш пророк, алейхиссалату вассалам, начал ему отвечать. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: فإن الله حين يخرج من بيته إن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حتى عنه بها خطيئة. Если паломник из своего дома отправляется в хадж, то его верховое животное не сделает ни одного шага, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам, кроме как Всевышний Аллах из-за этого шага дарует ему благо, дарует ему вознаграждение или спишет его прегрешение. И дальше наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: а когда он останавливается, когда он пребывает в местечке Арафат, в день Арафата, Всевышний Аллах не спосылает свою милость, и Всевышний Аллах говорит: «Унзуру иля ибади шуксан губран». Посмотрите на моих рабов. Они пришли сюда, чтобы получить мое удовольствие. Они пришли сюда растрепанные, запаленные. Ишхаду анни кад гафарту лахум зунубахум. И вы засвидетельствуете, говорит Всевышний Аллах своим ангелам, что я простил им их грехи. Я простил им их грехи. وإن كانت عدد قدر السماء ورمل العالج. Даже если они будут подобно количеству дождевых капель или песчинок пустыни. И
вот этот день, дорогие братья, Всевышний Аллах прощает грехи своих врагов, даже если они будут подобны количеству дождевых капель или песчинок в пустыне. За один день Арафата, дорогие братья. И вот поэтому этот день Арафат является таким святым. И дальше наш пророк, алейхи салату вассалам, сказал: «Фаида рамна джимар, ла ядри ахаду мада хина юфаху ла йома аль-кияма». И когда он будет бросать камешки, никому из творений не будет ведомо о том, что ему уготовлено до тех пор, пока Всевышний Аллах не воздаст ему сполна в судный день. Никому не известно то вознаграждение, которое раб получает, когда он бросает камешки, и будет известно только в судный день, сказал наш пророк. И дальше наш пророк, алейхи салату вассалам, говорит: «Фаиза халака расу фалау бикулли ша'аратин сакатат нарати нур йома аль-кияма». А когда он побреет свою голову, за каждую волосинку этот человек получит свет, нур в судный день, сказал наш пророк, алейхи салату вассалам. «Фаиза бада ахира тавафи биль-бейт харджа мин зунуди кайоми ватухумху». А когда он сделал последний таваф, то он очистится от своих грехов, подобно младенцу, которого только что родила мать. Дорогие братья, когда ребенок рождается, у него не бывает грехов. И если человек сделает вот такой вот таваф, если такое качество сделает, он очищается от своих грехов, подобно этому ребенку. И, дорогие братья, в этот день, как я сказал, желательно что? Желательно держать пост. Желательно каяться Всевышнему Аллаху. Желательно делать дуа. Ибо дуа в этот день, он принимается Всевышним Аллахом. Ибо наш пророк что сказал? Хайбу дуа и дуа йоми Арафа. Самый лучший дуа, сказал наш пророк, это дуа, которая делается в этот день, день Арафата. И дай Аллах, дорогие братья, чтобы все наши благие деяния в этот день, наш пост, наш дуа, наши молитвы, наши жертвоприношения были приняты. И дай Аллах, дорогие братья, чтобы наши паломники, они вернулись с хаджа, сделав хаджу мабрур, безупречный хадж. أجارني الله تعالى وإياكم من عذاب الأليم وغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم عباد الله أطيعوا الله رحمكم الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم نعمة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وذلك مثلهم في التوراة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. As